Зеленский предрек Путину скорый конец. Трамп впервые признал проблемы в переговорах с Россией, а в Узбекистане ужесточают наказание. Кого готовы отправить за решетку? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Провал спецоперации России. В Украине говорят об уничтожении плана Москвы, которые должны были реализовать весной этого года. Что произошло? Зеленский признал, что РФ не нанесла удар по энергетике, а спецпосланник Трампа заявил, что Россия не выведет войска из Украины. Детали. Ким Чен Ын хвастается новинками военной техники. Лукашенко отправил министра обороны в страну, где произошел военный переворот, а Россию хотят вернуть в мировой футбол. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Цель поражена. Россия лишилась командно-наблюдательного пункта в Курской области. Генштаб ВСУ заявляет об удачном и чувствительном ударе по этому объекту в районе населенных пунктов Викторовка, Успеновка. Пункт принадлежал батальону 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии. В Генштабе ВСУ заявляют о ликвидации личного состава. Среди тех, кого не досчитается российская сторона, командир одного из батальонов. Это нихуя. Там что-то ебнуло пиздец. Опять же в Киеве утверждают, что 20 марта в результате точнейшей атаки по аэродрому Энгельс оккупанты потеряли 96 крылатых ракет. Тем самым Генштаб ВСУ заявляют, была сорвана операция Москвы. Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения 3 ракетных ударов в течение марта-апреля этого года. Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия. В Россию залетел украинский БПЛА. В этом признаются сами россияне и уточняют, был лишь один беспилотник. Куда летел, неясно, но при этом был уничтожен. На официальных страницах Минобороны РФ уточняют, в каком регионе его сбили. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат на территории Брянской области. При этом на фоне разговоров о прекращении огня в небе Россия запустила более 8 десятков ударных дронов по Украине, а также баллистическую ракету «Искандер-М» из Воронежской области. В воздушных силах ВСУ говорят, что среди запущенных Россией беспилотников 26 были имитаторами, 42 ударных БПЛА были сбиты, то есть большая часть, и все же зафиксированы прилеты, не менее 10 ударов только лишь по Харькову, а также по Днепру. Местные власти заявляют о повреждениях многоквартирных домов, объектов гражданской инфраструктуры, хозяйственных построек. Кроме того, в результате обстрела Днепра армией РФ был поврежден Потемкинский дворец, одно из старейших зданий города. Зеленский предрек Путину скорый конец. О его кончине украинский президент внезапно высказался во время интервью, находясь во Франции. Зеленский считает, что Путин боится дестабилизации российского общества и потери своей силы. Однако это непременно произойдет, когда он умрет, а после этого все закончится. Это была цитата. При этом политически изолировать Путина до конца не удалось, уверяет Зеленский. Он также впервые объяснил свой план, почему согласился на прекращение огня с Россией. Ответ таков, чтобы показать, что Путин не готов к полному прекращению огня. Однако в Украине признали, что накануне РФ действительно не ударила по об'єктам енергетики. Складна історія з моніторингом цього. Поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде. Хоча брехати не хочу. Сьогодні вночі не було атак на енергетику. Були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що русські все одно атакували і більше сотні дронів, але ми повинні бути чесними, і тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. А Україна не відповідала по енергетиці також.
Мир не признает российскую оккупацию, но Россия не выведет войска из Украины. Такое заявление сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог. Он уточнил, что РФ практически оккупировала Луганскую область, но лишь частично захватила Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области. Келлог говорит, де-факто украинские земли захвачены, де-юре полной аннексии не произошло. Именно поэтому переговоры продолжатся. Келлог заявляет, что будет идти поиск политического решения. В то же время Трамп, похоже, впервые публично признал проблему и дал понять, недоволен Путиным. Я не знаю, я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время. Я делал это в течение многих лет. Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу оставаться в игре. Но, возможно, я не хочу этого делать совсем. Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе. Кто затягивает войну и когда она закончится? Какие мысли у вас? Напишите об этом в комментариях. Кроме того, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на YouTube-канале Нехта Лайв. Дроны с искусственным интеллектом и новый самолет раннего предупреждения. Ким Чен Ын уверяет, в его армии новинки. Он лично контролировал полет дронов «Камикадзе». Кроме того, оценил самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который может усовершенствовать устаревшие системы противовоздушной обороны Северной Кореи. А вот в Южной Корее уже отреагировали на фото и видео из Пхеньяна и считают, что еще необходимо внимательно присмотреться к супероружию КНДР, ведь оно может быть далеко не супероружием, а просто демонстрационным экземпляром, намекают в Сеуле. Представленный самолет раннего предупреждения все еще требует дальнейшей оценки с точки зрения его операционной эффективности. Если вы увидите его, то поймете, что он выглядит довольно скучным, тяжелым и уязвимым для перехвата. Мы считаем, что внутренние устройства и компоненты могут иметь связь с Россией, а сама модель является усовершенствованной версией той, что ранее была у Северной Кореи. Белорусское направление находится под круглосуточным контролем украинских войск. Несмотря на потенциальные угрозы, сейчас опасности наступления с территории РБ нет. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. Не зафіксировано ні скоплення, ні формування ударних сил армії противника. Звісно, що Білорусь постійно проводить то і перевірку боєготовності своїх підрозділів, то і якісь навчання, які можуть відбуватися, в тому числі на напрямку кордону з Україною, але не в безпосередній близькості. Фактично, тим самим Білорусь продовжує підігрувати Кремлю, продовжує нагнітати ситуацію. Але наша задача, в першу чергу, мати сильні оборонні позиції безпосередньо по лінії кордону, в прикордонні, створюючи і інженерні перешкоди, і в фортифікаційному відношенні облаштовуючи позиції, які утримують наші воїни, для того, щоб реагувати на будь-які виклики, якщо ситуація суттєво зміниться. Войска Лукашенко могут быть втянуты в войну уже в ближайшее время. В этом уверен Зеленский. В феврале этого года он заявил, что это произойдет после того, как РФ начнет размещать свои новые силы на территории РБ в рамках совместных учений. По мнению украинского президента, Путин попытается втянуть в боевые действия не только Беларусь, но еще и Польшу, а также страны Балтии. Лукашенко отправил своего министра обороны в страну, где несколько лет назад произошел военный переворот. Хренин находится с визитом в Мьянме. Официальная версия гласит, министр Лукашенко – почетный гость на военном параде в честь 80-летия образования вооруженных сил Мьянмы. Больше никаких деталей. Напомню, что буквально 3 недели назад Лукашенко бросался в объятия и организовывал государственный прием в Минске человеку, который пришел к власти в результате военного переворота. Речь о премьере Мьянмы Мин Аун Хлайне, который до этого побывал с визитом еще и в Москве. Режим Хлайна, как и Лукашенко, находится под западными санкциями. В Узбекистане жесткие меры против строительного беспредела. Власти решили отправлять за решетку нарушителей в сфере строительства. Новый закон уже подписан. Попасть под статью теперь можно за самовольное строительство или реконструкцию зданий, нарушение правил ввода объектов в эксплуатацию, изменение несущих конструкций в многоэтажках, строительство в обход градостроительных планов. В Минюсте Узбекистана уточняют, уголовное дело светит, если подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за такие нарушения.
нарушение. Если это первое нарушение, и нарушитель сам все исправит, никто никого в тюрьму не отправит. А вот если из-за самостроя погибли люди или пострадали, ответственность будет еще суровее. Россия вновь должна стать большим игроком и выйти на поле. Футбольное. В УЕФА не на шутку обсуждается вопрос возвращения футбольной команды РФ в игру. В этом уверяют источники издания Independent. Высокопоставленные чиновники говорят, что среди футбольной элиты есть фигуры, которые хотели бы вернуть Россию хоть завтра. Издание также пишет, что есть и те, кто считают, что страну вообще не следовало исключать, а произошло это из-за переплетения спорта и политики. Важно понимать, УЕФА и ФИФА отстранили Россию не по моральным причинам после вторжения в Украину. Все произошло потому, что как минимум 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией, и ожидалось, что это число вырастет до 18, поскольку одной из стран была Польша, которой предстояло играть с Россией в плей-офф за выход на чемпионат мира. ФИФА столкнулись с кризисом. Она просто не могла обеспечить проведение этих матчей. Издание уточняет, что Конгресс УЕФА пройдет на следующей неделе в Белграде, и на этом мероприятии будет обсуждаться еще один вопрос. В частности, Палестинская футбольная ассоциация предложила отстранить от игр Израиль. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.